Доходная часть бюджета к концу года выросла на 4 миллиарда рублей. Это в основном возросшие налоговые поступления на прибыль и имущество. Расходная же часть практически не изменилась, а все новые суммы в госпрограммах в основном за счет перераспределения. Так известно, что почти полмиллиарда рублей будет добавлено на выплату зарплаты согласно майским указам президента, прежде всего врачам и педагогам. Еще дополнительные 170 миллионов – это дотация муниципалитетам на погашение коммунальных задолженностей. Всего по итогам года сумма по этому направлению выльется в 2,5 миллиарда рублей. Добавили парламентарии 11 миллионов и на выплату стимулирующих медицинским работникам, которые приезжают в сельскую местность, а гражданам, которые собираются улучшить свои жилищные условия, выделят до конца года еще 56 миллионов целковых. Также оказывается поддержка двум республиканским учреждениям. Это государственной аптеки Республики Коми. Добавляется 150 миллионов. Из них 108 пойдет на погашение кредиторской задолженности, 108 миллионов. А 50, это полностью кредиторская задолженность за 2013 и 2017 годы. И кредиторская задолженность находится под ноль. А 42 миллиона добавляется на закуп товара. И мы надеемся, что после этого все-таки государственные аптеки будут работать и выполнять полностью свои функции и зарабатывать бюджет Республики Коми. Также до конца 2017 года республика окажет поддержку Коми Авиатрансу, еще 150 миллионов рублей. Всего по году выйдет 280 миллионов. Впрочем, здесь пока просматривается неприятная тенденция. Сумма убытка предприятия в будущем году может возрасти. Тем временем Минфин показывает обнадеживающие результаты работы. Ведомству удалось сократить выплаты процентов по кредитам на 666 миллионов рублей. Это стало возможно после перехода с коммерческих на бюджетные заимствования. И это, в свою очередь, дает возможность республике брать на себя новые социальные обязательства. Так, на этой сессии парламентарии намерены принять новый закон об установлении прожиточного минимума пенсионерам Коми. Сейчас в республике почти 18 тысяч человек, чьи пенсии не дотягивают до 10 192 рублей. Конечно же, сумма вроде как небольшая, но тем не менее каждый пенсионер из 18 тысяч человек получит ежемесячно дополнительную социальную выплату к пенсии в размере 2500 рублей, а кто-то даже и больше. В целом в Республике Коми в бюджете заложены эти цели 545 миллионов рублей. Внесут депутаты и изменения в закон об административных правонарушениях. Они вынуждены убрать часть статей по протесту прокурора. Так, выписка протоколов за движение авто по газонам, выпуск скота, как и выгул собак в неположенных местах отныне прерогатива исключительно федеральных структур. Ранее этим занимались должностные лица в администрациях муниципалитетов. Еще один важный вопрос – благоустройство городской среды. Республика уже в этом году получила федеральные средства в 4 городах. У нас осуществляется в моногородах в этом году вот такие проекты по благоустройству. И на перспективу, чтобы в том числе получить благополучно федеральные средства, мы вносим изменения в эту статью, где предусмотрена ответственность владельцев этих объектов благоустройства за ее содержание. Если, например, будет использованы бюджетные средства для реализации проектов по благоустройству. Одна лишь оговорка. Действовать она начнет с 2021 года, то есть когда фактически завершится федеральная программа по благоустройству городской среды. При этом в последующие годы будут разрабатываться проекты во всех субъектах России для населенных пунктов с численностью более 1000 человек. А потому парламентариям в этом направлении предстоит еще большая работа. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.